Педро П. Педро П. Педро П. Оп, 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 оп. Опа. Таран-тан-таран-тан-тан-тан-тан. Ух. Ла-ла-ла-ла-ла. Погнали дальше. Да, что-то джип-туры сегодня, видно, выходные не ездят. Или, может, уже были у них рейсы до того, как я сюда поднялся. Может, уже спустились и поехали на Коктебель. Может быть, и такое. Таран-тан-тан. Так. Пошли по тропе здоровья в Феодосию. Пошли. Поехали. Погнали по тропе здоровья. Но это же интересно, в каком году сделали ли здесь. Ну, не сделали, а в каком вот году здесь появилась эта дорога, где же по-любому все было такое. Это трава, деревья. В каком-то году что-то здесь это начали делать, ездить, и осталась здесь дорога такая грунтовая. Вау, камни, осторожно, камни. Вау, бабочка, ты куда под колеса лезешь? Бабочки летают. Вот мое любимое место здесь припарковаться. Посмотреть на всю Феодосию сдалека. Да, красота, морской порт, набережная, все видно, дома все. Даже может и челноки видно. Отсюда.
Так, ну ладно. Погнали на спуск. Дальше. Уже 7:30. Бейба. Ух, камень отлетел в сторону. Да. А когда у меня вообще не было велосипеда электро, ну как когда я не ездил по горам, я вообще не знал, что такие места вообще есть. Даже когда обычный был велосипед, я сюда даже никогда и не ездил, потому что это нагрузка такая сумасшедшая, как бы, а катить велосипед в гору как бы фигня. Ау, палки. Блин, камень, тут надо было его убрать нафиг. Вот, а когда купил электро первый, начал ездить по всяким местам, там, туда заехал, туда. Так ты что вообще, благодать. По дороге, по трассе это одно дело ездить, а по таким вот местам это, конечно, другое. Куда интересней. Леса всякие, горы повыше, особенно мне вот нравится в Ялте. Там, конечно, вообще, блин, шикардосно. Леса все эти. Опа. Фух. Спустились почти, кто-то там он идет с собачкой, что ли. Так, ну что, выезжаем из Феодосии и направляемся в Орджоникидзе. По-моему, там.
потому что... Просто потому что... Просто потому что... Еле выехали с этих пробок в выходной день. Сколько там? Успели проскочить на зеленый. Так, а этот что стоит, едет? Нет, нет. Никуда не едет. Погнали на выезд. Погнали! Сейчас надо включить освещение. Попили кофейка, посидели, полистали интернет и едем домой. Да, людей выходной день так нормальненько. Никого там нету. Сейчас включим свет передний, задний и поедем. Так, машина едет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, ну что там, автобус едет еще, да? Там машина едет. Подождем. Поворачивает. Ну, молодец, что поворачиваешь. Мы тоже поворачиваем. Давай, братан, поднажми. Блин, поворачивает еще.
пропустил, молодец. Увидел велосипедиста. Погнали, погнали, погнали. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Это я. Притопили. Пойдем, 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 пошли, пошли, пошли на челноки. Надо на подъеме 30-ку сделать. Жарим, жарим сало на подъем. Погнали! 40-кет! Топим 40-кет! Все, сбавим темп. Поднялись на подъем. О, пошли. Что-то КамАЗ еле тащит. Розовые розы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Закатик. Последние краски заката. Ветерок такой освежающий. Фу, хорошо после кофейца. Станция Север. Плакал.
ветер не встречный. Где-то сбоку поддувает. Классно, да, что не встречный. Хотя летом даже встречному ветру радуешься, потому что жара и ветер тебя охлаждает. Вот. Так что летом ветер это офигенно. А вот осенью, зимой и весной ветер это самое злое для велосипедиста. Даже для такого, как я. Ну, мне понятно, легче все это, но все равно ветер, да, есть такое. Есть зло такое. Это ветер. Фу. Ориентация север. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ориентация север. Говорит, салам алейкум. Пешком с Челноков идет, наверное, в эту, ну, вот эту ближайшую деревню, как она называется, забыл уже. Ну, явно он идет не в Орджоникидзе, пешком, блин. Хотя сейчас люди разные есть, сейчас даже пешком могут, блин, десятки километров идти. Но это ты должен такой на спорте. Рюкзачочек, там водичка, может, палочки, эти спортивные кроссовочки нормальные, может даже какие-то специальные спортивные. И погнал. Но не по дороге, ну я имею в виду по асфальту. Если этого всякие тропы, горы, например, вот, чтобы с Феодосии в Орджоникидзе пешком пойти, то можно идти пешком, вот как я езжу по старо-римской дороге. Вверх поднялся и потом спустился к Эльнагам и потом пришел в Орджоникидзе. Но по дороге вот так идти, конечно, машины, все это. Тут на велосипеде, блин, едешь и, ну, как бы включаешь габариты передние, задние, держишься так максимально края, а, блин, пешком вообще как. Ни света, ничего. Так что, как-то так. Ну, я знаю, люди пешком ходят и по 20 километров, и по 30, да и больше есть. Чисто спортивная ходьба. Вот. Спортивная ходьба. Фу. Тут.
Ночь накрывает. Сколько там у нас на часах? 20:46. А можно и не спешить. Успеем приехать. Я обычно сейчас стараюсь приезжать домой в 8:30. Ой, в 8:30. В 9:30. Потому что всякие дела там есть. То есть выделяю времени, чтобы прокатиться на велосипеде. Вот, потом приезжаю, работа дальше продолжается. Так что как-то так. Фух. Погнали, сейчас поедем в Подгорное. Подгорное. Ночь накрывает. Одна села уже. Сейчас нужно очки одеть. Другие уже вечерние. Вечерние, ночные. Вот так, да. Очки. Сегодня заказал себе седло новое, а то что-то у меня седло, это уже начинает там сбоку трещина появилась. Может скоро полностью треснуть. У меня запасные седла есть, но они такие обычные. А я беру с гелем от фирмы Sail Royal. Такие седла хорошие. Одно седло стоит 5 с чем-то там, 5-6. Такие типа как профессиональные, что ли. Ну, погнали. Закат погнали. Да, тут ездишь, никого нет тут вообще. Не то, что по террасе едешь там. Здесь машины вообще ездят.